فقال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درية من дарнихи шайун. Однажды пайгамбар, алейхиссалату вассалам, вот так собрал всех соратников, сказал, он тогда говорил, разве остается, говорит, какой-то грязь на вашей одежде или на вашем теле, разве остается какой-то грязь, если перед вашим домом, говорит, проходит, течет нахар это речка, течет речка, и вы каждый раз 5 раз моете себя, говорит, разве остается какой-то грязь на вашем теле или на вашей одежде? Соратники отвечали, что ла ябха, то есть ничего не останется. На самом деле, если человек каждый день 5 раз моется, гусуль делает, 5 раз, разве остается какая-то грязь у него? Пророк, саллаллаху, он не говорит, что каждый день мойтесь один раз вот. Он говорит, хотя бы перед пятничный намаз один раз в неделю мойтесь, говорит, потом приходите сюда. А еще есть люди, которые, они не успевают даже мыться и приходят здесь на Харат. Мне спрашивают, где у вас Тагаратхана? Вот иди Тагаратхана, вот там Тагаратхана. На пятничный намаз пришел, Тагаратхана ищет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, говорит, что если вы каждый раз 5 раз моетесь, остается разве какой-то грязь у вас на вашем теле? Сказали, что нет. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал, что это точно так же подобен, если вы человек 5 раз намаз читает, у вас ничего не останется грехи. Пророк, саллаллаху алейхи, в другом хадисе говорит, что ас-салату иля салати магфиратуль гунах. То есть ас-салату иля салат кафаратуль гунах. Из этого намаза до следующего намаза Аллах прощает твои грехи. Когда утренний намаз читал, то до обеденного намаза говорит, обеденный намаз читал, все маленькие грехи, которые утреннего намаза до обеденного намаза Аллах прощает. Когда аср намаз читаешь, это прощает. То есть мы вот так круглые сутки, иншаллах, намаз читаем, и мы очищаем свои духовные грехи. И еще хадис пророк, саллаллаху алейхи, ан Амр ибн Саид, Амр ибн Саид, радiyallahu ta'ala, он тоже соратник пророка, كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبله من الذنوب من لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Амр ибн Саид, радiyallahu анху, говорит, что однажды мы Осман это, братья мусульмане, третий халифа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был Осман, радiyallahu анху, и когда говорит, Амр ибн Ас говорит, Амр ибн Саид говорит, что я просил у Османа почитать за меня дуа. За меня читай дуа. Осман, радiyallahu анху, сразу ему сказал, что я сами'ту Расулуллах. Я, говорит, слышал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я был, когда он живой был, он говорил, ма мин имриин. Говорит, любой из мусульман, любой из наших мусульман, говорит, тахзуруху салат, приходит сюда на намаз, приходит сюда на тарих. Любой из нас, который мы приходим на джум'a намаз, или на утренний намаз, или на обеденный намаз, на любой намаз, который проходит, это слова, братья мусульмане, в Аллахе это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, что любой из вас, когда приходит на намаз сюда, тахзуру салат мактуба, а яхсину вудухаху, берите, хорошее омовение берите, говорит, вахушуиха. И когда заходите в мечеть, говорит, у вас, чтобы богобоязненность был, хушур был, высокомерие, чтобы не было на вас. Братья мусульмане, когда мы говорим про высокомерие, когда человек делает высокомерие, он сам не замечает. Когда люди замечают, что ты этот человек высокомерие, вот это большой грех. И варукууха,
И хушу на руку делаете, когда на поясной поклон стоите, говорит, в состоянии поясного поклона, скажите смиренно, скажите Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби Аль-Азим, Субхана Рабби. Это восхваление Аллаху Та'ала. Восхвалите своего Господа во время поясного поклона, говорит. И на суджда тоже так же, если вот так сделаете, надо кафар куллива каблаха. И Аллах Та'ала говорит, когда прощает все твои грехи, иншаллах. Сегодняшняя тема, иншаллах, у нас только мы говорим про прощение грехов, которые Аллаха Рахма ва Аусафаха Махфира. Вот вторая часть сожжения месяца Рамадан, это Махфират, Махфират Дургунат. А говорит, если кто приходит сюда показать, что я на намаз постоянно показывает себя, что я пришел на намаз, на джум'а намаз. Я уже сколько раз говорил и еще буду говорить, потому что все очень, алхамдулилля, внимательно слушайте. Когда вы внимательно слушаете, мне тоже приятно, братья и сестры. Когда я говорю, вы слушаете, мне еще хочется говорить. А когда люди не слушаются, тогда, конечно, исламу надо вот так подвести до людей, чтобы люди внимательно тебя слушали, чтобы они какая-то польза была от этих хадисов. А если польза не будет, зачем тогда? И я сколько раз говорил про наших мусульман, которые приходят на намаз, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что на джум'а намаз или на пятницу намаз 3 категории людей приходят на намаз, которые